Салем, Достар. Безумно рад вас видеть. И реакция на Зын-Зын 2. Джогасос решили снять вторую часть. И в принципе это, мне кажется, хороший момент, потому что трек, сильно взорвал. Даже слабо сказать, что сильно. Наверное, я бы даже назвал его прорыв года. Своего рода в 2017-м эта песня была, просто легендарнейшая. Она была таким, непобедимым хитом, скажем так. И для меня она сыграла важную роль, такой нехеровенький толчок в моем канале, потому что именно мой видос с реакцией на первую часть Зын-Зын собрал около 800 тысяч просмотров. Это типа очень много, да? Вот, камон. Давайте попробуем, посмотрим, что здесь. Я придерживаюсь своих старых традиций, я этот ролик не смотрел и оставил это для вас. Чтобы моя реакция не была, вообще смысл смотреть реакцию, если, ты смотришь уже 5-й или в 10-й раз. Нужно смотреть и говорить по факту, что ты видишь. Поехали. Брат, реп слишком залетел. Ага, енді новый трек керек. Джогасос, Казахстан 2012. Родной, 2018 же. Ладно, на. Вообще, что хочется сказать, то что, да, кстати, прикольно номер сделали, не знаю, настоящий это или, просто, скажем так, подделка, да, Зын. Мне кажется, вполне себе вероятно, что это настоящий. Круто сделали с субтитрами, то, что башка персонажей идет и продолжает субтитры, и добавили много русского. Я это поначалу уже заметил, потому что, русского много, в первом клипе его было, мне кажется, поменьше. Короче, понятно, ребята, узнали, что такое автотюн, и понеслась. Сразу хочется сказать то, что есть очень большое отличие между первой и второй частью. Я Америку не открою, если скажу, это не так круто, как первая, это и так было понятно еще до просмотра ролика, я не ждал, что этот клип перепрыгнет первый, потому что, мне кажется, это нереально, ребята сделали что-то невообразимое в первый раз. Здесь, в первой, я слышал что-то, знаете, что никогда не слышал, то есть, оно было вроде чем-то таким музыкальным и в то же время нашим. Здесь я этого не чувствую, это типичный, просто песня. Я не ощущаю, что, она наша, да. А Зын-Зын я это чувствовал. И вы, наверное, тоже, и все, кому эта песня понравилась. Наверное, этим она и цепляла. Почему, сколько миллионов людей вы посмотрели, сколько уносилось по ней. С этой, мне кажется, подобного не будет. Короче, я слушал до этого момента, и мне все хотелось услышать какой-то такой же припев, как это было в Зын-Зын, там же не сразу появлялась эта легендарная фраза, да, Каздара Зын-Зын, Шымкент Каздара, это было только уже в четверти, даже в третьей части, уже достаточно много времени прошло от начала, а здесь слушаешь и ждешь подобно такого же выстрела. Я могу сравнить этот клип с, знаете, когда Ерке Исмахан взорвала с песней «Кайда», а потом вышла «КЗ Жигит». Вроде «КЗ Жигит»-то песня неплохая, и припев у нее крутой. Не перепрыгнешь, да, правда, не перепрыгнешь. И тут, не знаю, ребят, можете там ставить дизлайки, если вам прям очень понравилось. Но, к примеру, недавний трек Кайрата Нуртаса «Jazz», «Jazz My Universe» на казахском языке мне понравился даже больше, чем это.
начинаем, с ними мы совместный вайн. Несется, доктор Ватсон, Гермиона, Эмма Уотсон. В тестах Эдди Хадсон, мен жүрме, сен сыйласын. Семечки Азан, я твой Тарзан. Семечки қымбат, ты мой махаббат. Типа вы напишите, да, ты дурак, не понял смысла клипа. Я вижу то, что тут до хрена тонкостей, дофига такого, в некотором тонкого юмора, прикольное сочетание русского, казахского, английского языка. Пробежались они по хитам. Ну, я реально смотрю в первый раз, и это все искренне, да. Заметно то, что пробежались по хитам, ну молодцы. Увидел там, блин, блогеров знаменитых, увидел рекламу Фортебанка. Понятное дело, что после такого взрыва зын-зын, то, ну, естественно, тут уже было, ну, все гораздо серьезнее. Сюда и вложили побольше бабла, и, блин, локаций много. Зын-зын, что там, какие там были локации? В этом и был кайф, в этом и был какой-то интерес. Люди смотрели на первобытных ребят, ну, потому что Джокасес, да, может и знаменитые уже вайнеры в каком-то роде, но не настолько. Как бы на тот момент у них 200 тысяч или даже 180 тысяч было подписчиков. Это мало, это немного. Ну, в смысле, чтобы вы понимали, для известности. И взорвал такой клип вроде бы простых ребят, простых вайнеров. А сейчас они в него напихали денег, локаций, звезд, рекламы. Не знаю. Знаете, ребят, тоже, ну, как будто я весь клип хейчу, да? Ну, извините, я просто, ну, не могу по-другому сказать. Правильно то, что они сделали субтитры. Поначалу мне показалось, это будет прикольно, и это только будет в начале ролика. Но когда я увидел то, что по всему ролику идут эти субтитры, да потому что никто бы не понял песню. Вот если взять Зын-Зын, я спокойно ее смогу, блин, спеть, потому что 1000 раз слушал, там, в принципе, все понятно, там не нужны были субтитры. А тут, да, тут половину слов просто не поймешь, если не прочитаешь. И неважно, это будет русский парень или казах, там русскоговорящий или на казахском говорящий человек. Ну, это непонятно будет, вот это, потому что смешение, сделали субтитры. Ну, клип красивый, из плюсов, давайте, из плюсов. Клип красивый, вложились, постарались, молодцы. Рекламы, ну, не так много, как могли бы запихать. Давайте начнем с этого. Могли бы вообще, блин, полролика, как там в цвет настроения синий, закидать его просто рекламой. Но нет, этого не оказалось. В принципе, так, небольшая, ненавязчивая рекламка Фортебанка. Вот, в целом, начало, блин, было ожидающее, да, вот, когда, типа, начиналось вот это. Я думал, будет что-то невообразимо крутое, но как бы сорян, да? Так что ладно, ребят, вот такая вот реакция. Подписывайтесь обязательно, это будет очень классно, очень круто. И всем пока-пока.